В этом году в республике будут отмечаться две крупные даты. Одна из них – 95 лет образованию Татарской автономной Советской Социалистической Республики, а вторая – 25 лет новой государственности. Какую роль в развитии нашей республики как государства играет 95-летний период существования ТАССР? Наша съемочная группа выслушала мнение историков по этому поводу. Первый вариант – это идея Урал-штата. То есть эта идея возникла во время Первой русской революции. Значит, наша интеллигенция предлагала в центре России образовать новое государственное образование. Это, туда должны войти не только территория Казанской губернии, в том числе Уфа и это близлежащих населенных пунктов, да, где жили татары, мусульмане. Но эта идея, когда большевики пришли к власти в 1917 году, большевикам не понравилась. Ильдус Тимирбулатов преподает историю в Новоиглайкинской школе уже более 30 лет. Об образовании Татарской автономной Советской Социалистической Республики он собрал достаточно много материала. Второй вариант, который уже большевики сами предложили, это идея создания республики татар-башкирт. Но к этому времени уже башкиры создали свою республику, и когда созвали съезд, делегаты Башкирии, они проголосовали против. И поэтому оставался третий вариант создания Татарской автономной Советской Социалистической Республики, что было и сделано. Сегодня в истории возникают противоречия на сей счет, а среди историков споры. Как известно из истории, начало 20 века в стране самое напряженное время. Его эпизоды – Первая мировая война, Гражданская война, Октябрьская революция, создание Урало-Волжского штата и другие. Подписание 27 мая 1920 года декрета об образовании ТАССР рождает большую радость у татарского народа. Казань официально превращается в столицу, а также организовываются государственные и административные структуры. Более 300 лет жители нашего края, в том числе не только ведь татары, здесь ведь жили и другие многочисленные народы. И это было возвращение государства, понимаете? То есть была создана республика. Это значит, жители этого края могли в будущем сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции и свои обычаи, в том числе и религию. Молодой республике приходится испытать очень много трудностей. Например, голод начала 20-х годов, новая экономическая политика и другие. Если обратиться к историческим источникам, то с переходом к новой экономической политике экономика ТАССР, соответственно, быстрыми темпами начинает развиваться. В начале 1930-х годов ТАССР остается аграрным регионом. Именно в эти годы начинается период коллективизации. В республике организовывается 500 коллективных хозяйств в СССР. В 1920 году вновь возродилась Татарская автономная Советская Социалистическая Республика, которая сплотила многомиллионный татарский народ, живущий во всем мире. Появилась возможность воссоздания, изучения и сохранения уже утраченных культуру, традиций, истории народа. В этот период появились и стали известны в мире писатели, художники, государственные и общественные деятели, герои нашей республики. Образование Первой Татарской Республики, обретение государственности, события исторической значимости, крупные достижения на политической арене занимают особое место в истории и душах людей.